Туркменский народ приравнивает пшеницу райскому плоду. В результате исследования американского ученого Рафаэля Помпели в 1904-1905 годы были найдены семена пшеницы, возделываемые нашими предками уже 5000 лет назад. Найденные там окаменевшие зерна пшеницы и проведенные научные исследования стали доказательством того, что Туркменистан был родиной белой пшеницы 5000 лет назад. В результате работы туркмено-американской экспедиции в 2005 году на Анаусских холмах были найдены обуглившиеся зерна пшеницы, которые сегодня можно увидеть в музее Акбугдай. Они в качестве самой главной музейной ценности привлекают внимание многочисленных гостей. Все это является свидетельством высокого развития гончарного искусства. Одним из экспонатов, представленных в музее Акбугдай, является мельница жернова, которые находятся в музее, датируются III веком до нашей эры. Ручная мельница широко использовалась в обеспечении хозяйства мукой. Такие мельницы состояли из двух частей. У этой мельницы в верхней части была специальная центральная выемка, и еще одна выемка имелась сбоку. Эти жернова продолговатой формы предки туркмен использовали для перемалывания зерновых, в частности пшеницы, и получения круп. С помощью этих каменных жернов наши далекие предки измельчали различные целебные растения, которые произрастали в горной местности и на равнинах. Каменные жернова были совершенным орудием труда, которые неразрывно были связаны с бытом и жизнью людей, вплоть до 18-19 веков. Большая часть национальных ценностей, хранящихся в фонде музея, это различная глиняная посуда, орудия труда, изготовленных из камня. В Национальном музее Туркменистана Акбугдай хранятся многочисленные древние предметы и орудия труда, которые использовались ремесленниками и земледельцами. Все эти древние экспонаты вызывают неподдельный интерес у посетителей, глядя на дивные и красивые керамические изделия, среди которых немало кувшинов, составляющие определенную часть богатой экспозиции Национального музея Акбугдай. Отмечаешь, что вся красота предметов в простоте, методов и формы, широко используемых в народно-прикладном искусстве. Старинные мастера гончарного искусства стремились отразить национальные признаки, свойственные гончарному ремеслу туркменского народа. Эти экспонаты представлены в археологическом отделе музея и датируются XI-XII векам. Керамические изделия изготавливались из простой глины в больших или малых размерах, в зависимости от величины и веса изделий, которые подвергали обжигу в печи. Керамические изделия датируются начиная со II века до нашей эры и 17-18 веками. Эти изделия созданы руками и талантом наших предков. Особое место среди них занимает хумы. Отличительные признаки хумов среди прочих керамических изделий подобной формы, крупные размеры и отсутствие декора. Обычно хумы из-за больших размеров составлялись в единое целое из отдельных колец, поэтому они состояли из 3 колец, блоков: дюб, дно, биль, средняя часть, эрнек, верхняя часть. Все эти части изготавливались поэтапно. Сначала сооружали дюб, затем биль и завершалась верхней частью эрнек. В этих хумах хранили зерна и семена.